селе Кемпиндяй Сунтарского района издавна добывали поваренную соль. До войны здесь работал небольшой сользавод и добывал более 2000 тонн соли. Все изменилось в 1942 году. Шла Великая Отечественная война. На востоке с Квантунской армией, а на западе с армией Вермахта. Потому Советский Союз остался без рыбной промышленности. И 19 января 1942 года Сталин подписал постановление о рыбных промыслах в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока. И в этом постановлении было указано, что в 1942 году в Кемпиндяе надо добыть 10 тысяч тонн соли, а в 1943 – 50 тысяч тонн соли. 28 февраля 1942 года состоялось заседание Бюро Якутского обкома ВКПБ, где было принято решение для реализации важного заказа с Москвы. Установили добыть в Кемпиндяе в 1942 году 1500 тонн самосадочной соли и 8500 выварочной соли. За короткие сроки предстояло построить солеваренный завод, и уже к 15 марта должны были заработать первые варницы. С этого дня в Кемпиндяе началась важная работа по строительству солеваренного завода. Прибыло очень много рабочих, строителей, плотников, инженеров и многих других работников. Если к началу 1942 года на сользаводе фактически работали 37 рабочих, то к концу мая здесь уже работали около 200 человек за место 700 запланированных, а также работало 12 варниц. Для доставки соли до пристани на реке Вилюй понадобились автомобили и гужевой транспорт. До войны в сользаводе было всего 2 автомобиля, а в 1942 году привезли еще 10 автомобилей. На сольперевозках также участие принимали колхозники со своим гужевым транспортом. Так, по постановлению Нюрбинский и Сунтарский район должны были предоставить для сользавода очень много лошадей, подвод и колхозников. Однако, несмотря на все предпринятые меры, к лету 1942 года стало ясным, что план добыть 10 тысяч тонн соли становится невозможным. В республиканских газетах появляются статьи о невыполнении оборонного заказа. Принятые меры для устранения были самыми суровыми. Были сняты с руководящих должностей директор сользавода Медведев, а также нарком пищевой промышленности Мельников. К началу 1943 года директором был назначен Камынин Георгий Иванович, заместитель наркома пищевой промышленности Якутской АССР. В первую очередь Георгий Иванович требовал строгого соблюдения трудовой дисциплины. Приказ номер 49 директора Кемпиндяйского солеисточника Наркомата пищевой промышленности ЯССР, поселок Кемпиндяй, от 3 апреля 1944 года. Параграф 12. За опоздание на работу на 1 час 23 марта 1944 года работницу сольцеха Степанову Варвару Павловну дело направить в суд. Основание акт. Директор сользавода Камынин. В мае 1943 года с города Вилюйска в Кемпиндяй прибыла исправительно-трудовая колония номер 8. Часть заключенных добывала соль в самом сользаводе, а другая часть валила в тайге лес для варниц. Работа была очень тяжелая, заключенные голодали, они болели и их очень много умирало. В
По донесению секретаря райкома ВКПБ Константинова с прокурора Сунтарского района, руководство Кимпендяйской колонии содержало заключенных в варварских невыносимых условиях. А начальником колонии был Бурлов Василий Васильевич, москвич, сын сапожника, сам был сапожником, который проработал в системе ГУЛАГ с 1931 года, и он славился своей жестокостью по отношению к заключенным. По воспоминаниям десятилетнего заключенного колонии Григорьева Николая Дмитриевича, охранники были беспощадными ко всем, даже к пожилым, больным и детям. Они заставляли копать для себя могилу вновь прибывшим по этапу заключенным. А их прибывало очень много. Людей-то в то время по закону военного времени осуждали даже за мелкие провинности. В июле 1943 года в результате ударной работы сельзавод занимает первое место среди предприятий пищевой промышленности республики и награждается красным переходящим знаменем Совнаркома и обкома Якутии. А к концу 1943 года государственный оборонный заказ был перевыполнен. Всего было добыто 12,5 тысяч тонн соли. А в марте 1944 года сельзавод занимает третье место во всесоюзном социалистическом соревновании между предприятиями пищевой промышленности. Предприятие получает премию 25 тысяч рублей и принимает поздравления от вышестоящих органов. А в победном 1945 году здесь было добыто около 8 тысяч тонн соли. А добытую в Кимпендяе соль отправляли в рыболовецкие артели и колхозы не только по республике, но и всему северному побережью до Камчатки. С окончанием войны исправительно-трудовую колонию номер 8 расформировали уже в июне 1945 года. В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы, Кимпендяйская библиотека выиграла грант главы Сунтарского улуса с поисково-исследовательским проектом «Мы помним», посвященный истории Кимпендяйской колонии в годы войны. Поисковая работа проходила по наследям Сунтарского района. Участники поисковой экспедиции встречались с ветеранами тыла в библиотеках, в школах, рассказывали о проекте. В апреле состоялась улусная научно-практическая конференция «Мы помним». Поисковая работа по проекту в архивах республики позволила выявить уникальные документы. Эти документы позволили хоть как-то приоткрыть, что происходило в годы войны в нашем маленьком Кимпендяе. К сожалению, выяснить до конца судьбу многих заключенных, нашедших последнее пристанище в Кимпендяе, не удалось. Поисковая работа будет продолжена.